Трамп запускает экономическую Третью мировую. НАТО готовится к миссии в Украине. Демарш Орбана угрожает стабильности Европы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Белорусские политзаключенные на обмен. Оппозиция требует от Украины включить своих людей в списки. Франция предупреждает, если не договоримся с Ираном, будет война, скорее всего ядерная. Завод элитных авто теперь снова выпускает танки. Нет хорошей жизни. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Торговый апокалипсис. Трамп объявил экономическую войну пингвинам, ну и остальному миру тоже. Президент США Дональд Трамп взорвал международную торговлю, введя беспрецедентные пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран. В том числе под действие этих тарифов попали даже острова, на которых никто не живет. Теперь все товары, ввозимые в США, облагаются базовым тарифом в 10%, а для некоторых государств ставки достигают 50%. Кого ударили сильнее всего? Китай теперь сталкивается с общей пошлиной в 54%, включая ранее введенные тарифы. Европейский Союз получил 20% тариф на экспорт в США. Япония столкнулась с 24% пошлиной. Вьетнам и Камбоджа попали под тарифы в 46% и 49% соответственно. Украина также не избежала удара. На ее товары наложен 10% тариф. Россия и Беларусь их просто проигнорировали. Министр финансов США Скотт Бессент объявил, мы не ведем с ними торговли. То есть для Вашингтона эти страны выпали из мировой политики. Европейский Союз называет действия Трампа серьезным ударом по мировой экономике. Мы всегда были готовы к переговорам с Соединенными Штатами, чтобы устранить оставшиеся барьеры для трансатлантической торговли. В то же время мы готовы принять ответные меры. Мы уже завершаем подготовку первого пакета контрмер в ответ на тарифы на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов и нашего бизнеса, если переговоры провалятся. Экономисты считают, что эти меры могут привести к глобальной рецессии, росту цен и снижению уровня жизни по всему миру. Финансовые рынки уже реагируют падением, а инвесторы ищут безопасные гавани. Возможно, в США есть отрасли, которые выиграют от этих тарифов. Однако хорошо известно, что тарифы не лучший инструмент промышленной политики. Они немедленно приведут к росту потребительских цен в США. Это приведет к общему замедлению американской экономики. И действительно, многие эксперты уже говорят о росте цен на популярные бренды. Мир стоит на пороге масштабной торговой войны. Страны готовят ответные меры, и ситуация может быстро выйти из-под контроля. Я уверен, что вы заметили призыв премьер-министра Туска к президенту Трампу не использовать подобные санкции между друзьями. Вы знаете, я сторонник свободной торговли. У нас уже были тарифы в 1930-х годах. Тогда они усугубили экономический кризис. Эксперты предупреждают, если эскалация продолжится, последствия будут катастрофическими для всей глобальной экономики. Следите за обновлениями вместе с нами в нашем телеграм-канале и следите за нашими выпусками. Да, ну и не забывайте оставлять свое мнение в комментариях, это важно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Трамп запускает лавину. Миру грозит третья рецессия за 20 лет. Мир снова на грани, и это уже не гипотеза, а реальное предупреждение от авторитетного издания Axios. В истории с 1945 года всего дважды случались такие удары, которые сотрясали всю мировую экономику. Крах в 2008, когда посыпались банки и миллионы людей остались без работы. Пандемия COVID-19, которая заморозила глобальную торговлю и опустошила бюджеты некоторых стран. Теперь может грянуть и третий удар, и имя ему — тарифы Трампа. Если Америка не откатит назад новые пошлины и получит ответные удары от других стран, это перерастет в полноценную торговую войну, а вместе с ней в новую мировую рецессию, уже третью за 20 лет. Мы попросили эксперта, опытного экономиста, объяснить, что это такое и почему это плохо. Давайте мы вспомним, почему началась Великая депрессия в начале 20 века. Она началась в введении таможенных пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты Америки. То есть, по сути дела, Трамп сейчас становится на те же грабли, которые становилась
американской администрации начала 20 века. Да, идет Великая депрессия. Великая депрессия идет потому, что ограничение во внешней торговле приведет к резкому сокращению объема производства. Сокращение объема производства приведет к резкому увеличению мировой безработицы, падению цен на сырьевые ресурсы и еще более глубокому объединению бедных стран, которые являются, по сути, сырьевыми придатками крупных экономик. Так что все это однозначно ведет вот в той транскрипции, скажем, в том сценарии, который мы сейчас видим, оно ведет к огромным проблемам в мировой экономике, к Великой депрессии мировой. Такой шок способен обрушить рынки, остановить производство, сорвать цепочки поставок и оставить миллионы без работы. Венгрия выходит из состава Международного уголовного суда. Это заявление совпало случайно с официальным визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт, несмотря на выданный против него ордер на арест со стороны Международного уголовного суда. Испытание мировой юридической системы объявлено открытым. Глава администрации премьер-министра Орбана сообщил, что правительство Венгрии приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Говорит, процедура выхода будет инициирована в соответствии с юридическими рамками. Венгрия стала первой страной Евросоюза, объявившей о намерении покинуть МУС, что может повлиять на ее отношения с другими членами ЕС и международным сообществом в целом. НАТО собирают желающих для отправки в Украину. Европейские лидеры рассматривают возможность создания военной миссии для обеспечения мирного соглашения, опираясь на ресурсы Альянса. Этот шаг направлен на стабилизацию региона и предотвращение дальнейшей эскалации конфликта. Что они предлагают? Использование ресурсов НАТО. Планируется задействовать логистические и оперативные возможности Альянса для поддержки европейских миротворческих сил. Согласование с союзниками предполагается тесное взаимодействие с членами НАТО и партнерами для обеспечения легитимности и эффективности всей миссии. Но и фокус на Украине, то есть основное внимание, будет уделяться обеспечению устойчивого мира и поддержке восстановления страны после конфликта. Но инициатива сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость получения мандата от ООН, согласование с российской стороной и обеспечение безопасности миротворцев в зоне конфликта. К тому же информация о том, что США якобы собираются выходить из НАТО, циркулирует в информпространстве. Американская сторона активно ее не опровергает. Вместо них этим занялся генсек организации. Они уже много лет говорят европейцам, вы должны больше тратить. И это действительно стало происходить после прихода Трампа к власти в 2016 и 2017 годах. Сейчас мы тратим больше по эту сторону Атлантики, в общей сложности 700 миллиардов. Так что эти проблемы не новы. Нет никаких планов по внезапному сокращению их присутствия в Европе. Франция бьет тревогу. Если мировые державы срочно не договорятся с Ираном по его ядерной программе, военное столкновение станет почти неизбежным. Министр иностранных дел страны заявил, что окно возможностей сужается, и без соглашения конфликт может вспыхнуть в любой момент. Президент Франции Эммануэль Макрон провел срочное заседание с ключевыми министрами и экспертами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана. Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до истечения, так сказать, срока действия этого соглашения, которое было достигнуто 10 лет назад, в частности, под напором Франции. Если это не удастся сейчас, военная конфронтация станет практически неизбежной, что повлечет за собой очень высокую цену дестабилизации региона. Европейские державы стремятся возобновить переговоры с Тегераном, чтобы тот ограничил обогащение урана до истечения срока действий санкций ООН в октябре 2025 года. Запад подозревает, что иранская ядерная программа направлена на создание атомной бомбы, но никак не мирного атома, хотя Тегеран это отрицает. Опасения усиливаются из-за возможных ударов США или Израиля по иранским ядерным объектам, если дипломатические усилия не принесут результатов. Вашингтон уже усилил свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Мы с вами говорили об этом в предыдущих выпусках. Как вы думаете, действительно ли это может привести к ядерной войне на Ближнем Востоке? Как минимум, пишите свои мысли в комментариях. Porsche снова берется за танки. Не шутка, а реальный план спасения от миллиардных убытков. Легендарная марка автомобилей возвращается к своим темным корням. Вместо суперкаров снова броня, гусеницы и пушки. Да, Porsche идет в оборонку, и это не маркетинговый трюк. Это попытка залатать дыру в 20 миллиардов евро,
которая образовалась из-за жесткой конкуренции с Китаем. В концерне заявили, готовы влить до 2 миллиардов евро в военные проекты, причем опыт у них уже есть. В 50-х Porsche собирала танки «Леопард-1» для Бундесвера, а еще раньше конструировала технику для Третьего рейха, включая гигантский «Маус», весивший под 200 тонн. И вот теперь, спустя почти 80 лет, немцы снова делают ставку на оружие. Причина проста: в гражданской технике их душит Китай, и в Porsche понимает, военный рынок — последний шанс удержаться на плаву. Что дальше? Броневики с логотипом Porsche, современный «Маус-2» или модные танки для НАТО? Россия категорически отказывается пропускать через свою территорию скот из Европейского Союза в Казахстан из-за угрозы ящура. Глава Россельхознадзора в переговорах с вице-министром сельского хозяйства Казахстана подтвердил жесткую позицию Москвы. Без ответа от ЕС о ситуации с ящуром пересмотр запрета невозможен. Ящур — острая вирусная инфекция, которая поражает парнокопытных и способна передаваться человеку и вызывает тяжелые симптомы. В 2025 году вспышки этой болезни зафиксированы на фермах в Германии, Венгрии и Словакии. В ответ Россия с января полностью запретила ввоз животноводческой продукции из ЕС. Казахстан тоже ввел ограничения на импорт крупного рогатого скота из немецкой земли Бранденбург. Неожиданное требование. Белорусская оппозиция вышла с инициативой, которая может изменить правила игры, но, скорее всего, не будет. Объединенный переходный кабинет Беларуси официально обратился к Киеву с просьбой включить белорусских политзаключенных в обменные списки с Россией. ОПК предлагает донести эту позицию до международных партнеров, поднять вопрос на дипломатическом уровне и подчеркнуть: поддержка этих людей — это не просто жест солидарности, а политический акт против диктатуры. Украина пока не комментирует, но ход резонансный. Впервые белорусских политзаключенных могут попытаться вытащить через формат, предназначенный для военнопленных. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.